حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. Ассаламу алейкум, мягкой. Здравствуйте, дорогие соотечественники. Совет Тейпов хотел бы довести до вас, как разворачиваются события в последнее время, прошедшее после двухнедельного стояния на митинге. Местная власть, полностью поддерживаемая по вопросу незаконной передачи нашей земли соседней республики федеральной властью, перешла в наступление. Тихо, по прямому указанию главы республики убираются со своих должностей лица, принимавшие активное участие в митинге, оказывают колоссальное давление на депутатов, которые проголосовали против передачи своей земли. Угрозами, подкупом, шантажом их заставляют писать заявления и освобождать места депутата для евкуровских ставленников из партии жуликов и воров, профессиональных воров. Таким образом, народный парламент вновь превращается в евкуровский отстойник. Занявшие места депутатов лица с первого дня голосуют против решений, направленных на стабилизацию ситуации, на отмену незаконного соглашения. И делают они это без зазрения совести, не боясь народного гнева и осуждения, как будто они не имеют ничего общего к тому народу, который 3 недели днем и ночью стоял на митинге, пытаясь защитить земли своих предков, и их предков в том числе. Эти лица изменили расклад сил внутри парламента в пользу сторонников передачи земель. Народ должен их знать в лицо. Это Дарсигов Магомед, сын бывшего депутата Верховного Совета СССР, большого патриота ингушского народа Мусы Дарсигова, рьяные сторонники Евкурова и его клики на сегодняшний день. Это Льянова Зарема, это Тумгоев Магомед, это Хамхоев Батыр, это Сукиев Асхаб. И еще 2 штрейкбрехеров на подходе, после того, как покинули свои места Зелимхан Идрисович Аздоев и Амирхан Багаудинович Талдиев, которые не выдержали натиска власть имущих и сломались. О чем они думали, когда шли на эти выборы? Когда обещали нам, что готовы умереть за свою республику? Нет, похоже, хотят жить и неплохо жить, если становятся министрами после акта слабоволия и предательства. Депутаты-патриоты, назовем их так, находятся под сильнейшим прессингом. Их увольняют с работы, Руслан Гадиев, к примеру. Их выводят из состава различных комитетов парламента, Закрим Амилов, чтобы они не могли принимать участие в принятии неугодных им решений. Создана специальная комиссия, которая под микроскопом проверяет весь жизненный путь каждого непродажного депутата, угрожая при этом через третьих лиц закрыть надолго, если не одумается, но они стойко противостоят беззаконию, честь им и хвала. Ингушский народ никогда не забудет их подвиг, а это, без сомнения, подвиг в наше смутное и страшное время. Остаться честными и порядочными людьми, когда все и вся продается. Не было бы их не прогнувшихся, не было бы и надежды на то, что соглашение будет рано или поздно отменено. Точно так же, как на депутатов оказывается давление и пытается запугать или купить и лидеров протестного движения. Многие уволены с работы, многие преследуются по надуманным делам. Всех огульно охаивают по телевидению и радио. Идет подрывная работа изнутри протестного движения, через своих агентов и спящих ячеек, свидетелями чему мы становимся в последнее время. Нам нельзя раскисать, надо потерпеть, надо продержаться еще чуть-чуть, надо найти в себе силы противостоять мощному натиску власть имущих проходимцев с их огромным властным и материальным ресурсом. Не прогнуться, сохранить свою честь, свое лицо, как и положено ингушу. Придет время, и оно не за горами. Ваши соотечественники будут гордиться вами, народ будет знать вас поименно. Ваши близкие и родные, которым
может быть, сегодня считают вас неумными, непрактичными, будут гордиться вами. Вы, несомненно, будете на должностях, которые будут превосходить занимаемые вами сегодня. Но и сегодня свои должности по собственному желанию, по слабоволию не покидать. Пусть увольняют, если смогут. Завтра же восстановитесь. Поверьте, нам это все лишь вопрос месяца. Надо потерпеть. Мы не имеем права на отступление. За нами земли наших предков, которые взывают о спасении, о возвращении в лоно республики. Хотим поставить в известность ингушский народ и также о том, что готовится еще одна афера. Как только количество продажных депутатов станет достаточно для достижения квалифицированного большинства в Народном собрании, исполнительная власть намерена решением парламента распустить, ликвидировать неподкупный Конституционный суд Ингушетии как институт власти. Здесь сошлись воедино интересы как федеральной власти, так и региональной. Конституционный суд Республики Ингушетия стал непреодолимым препятствием на пути разбазаривания наших земель проходимцами от власти. Предупреждаем депутатов, что мы никогда им не простим такого предательства по отношению к своему народу, по отношению к суду, который единственно остался честным и принципиальным институтом власти по вопросу соглашения. К суду, который сегодня пользуется непререкаемым авторитетом ингушского народа, ставим в известность, что мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы имена этих депутатов остались в памяти потомков как предатели интересов ингушского народа. Предупреждаем также местные исполнительные власти, что мы не позволим так поступать с честными и порядочными людьми, с патриотами своего народа. Гарантируем вам, что весь ингушский народ выйдет на улицу в защиту Конституционного суда Республики Ингушетия. И Совет ТЭП будет в авангарде митинга, несмотря на все превентивные и последующие возможные репрессии. Дело чести каждого ингуша защитит как Конституционный суд Республики Ингушетия, так и его председателя Аюпа Гагиева, достойного сына ингушского народа. Ингушский народ показал всем народам Российской Федерации свою твердую решимость отстоять свои права и свободы, свою землю. Народы России гордятся нами и поддерживают нас. Мы должны пройти до конца путь, на котором мы встали, путь защиты интересов народа, путь отмены предательского соглашения, заключенного нашими продажными властями с властями Чеченской Республики. Да поможет нам Аллах.